На старт. Внимание. Марш, вперед! Бежим, быстрее, 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 быстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Азиз, Азиз, садись. Садись. Мавиля, как улитка. Держи за руку. Держи за руку. Держи за руку, держи. Как улитки. Азиз, садись, 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 садись. Садись, как улитка, садись. Первый раз, когда я столкнулся с особенными детьми, это я еще работал тогда в детском садике, был тренером, и ко мне попаяли вот ребенок с синдромом Дауна и был с задержкой психического развития, да. И, честно говоря, для меня не вызвало каких-то проблем, да. И вот во время занятий настолько вот эти дети, да, были ко мне проникнуты, и такая любовь, и даже пошла такая положительная динамика, вызвала во мне как бы буря таких эмоций, что я могу быть еще более полезным, еще больше, как говорится, разносторонним. Как видите, группу мы для съемок специально не подбирали, да, удобных детей я не искал. Всех мы подводим к тому, что они социальные, что они не опасные, что, да, немного балочные, да, немножко больше активности, чем от обычного ребенка. Но, тем не менее, это дети. Особенно это, если игра. Да, Матвей? Пошли, ножки! Меня зовут Сеид Халил. Я являюсь тренером. Спортивный центр 2512 – это мое детище. Здесь я организовываю двигательную активность не только для детей нормотипичных, да, также я занимаюсь с детьми с особенностями. Моя миссия – объединить людей через спорт. Отец всегда отправлял меня на спорт, да, он всегда говорил, что нужно быть сильным, нужно быть здоровым, нужно быть крепким. Достиг в боксе немалых, как говорится, побед. После я с бокса перешел на кикбоксинг, на турнире сильнейших стал победителем и завоевал статус мастера спорта. После было актуально новое такое направление, как тайский бокс, муай-тай, да, он развивался активно, я в нем тоже активно участвовал. И как-то вот по жизни все время спорт, спорт, спорт. Я занимаюсь по авторской методике, да, в моей методике включена и элементы единоборств, элементы фитнеса, йоги. Проходя какой-то этап именно адаптации, я ребенка стараюсь вводить в группу, да. Если сложный ребенок, он проходит индивидуальную подготовку, дальше в мини-группах, допустим, с особенными детками, да, объединяю, потом более в адаптированную группу. И итог нашего занятия, да, как говорится, чтобы он был в группе с нормотипичными детьми. Когда дети взаимодействуют между собой, они передают это на внутреннем уровне, да, на эмоциональном уровне. И вот эта взаимосвязь для меня очень важна. И раз, два, три, хлопай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Я даю игровую методику, да, игровую такие занятия, что дети в этой игре, они сливаются, да, и дети, они есть дети, да, и игра их заводит, заряжает, да, и вот они начинают взаимодействовать. И моя методика работает, да, исцеление есть, отзывы родителей, да, хорошая динамика. И вот моя миссия, да, вот эту методику закрепить, научно ее доказать, обосновать и распространить, даст Бог, по миру. Тяни ногу, давай ножку, приветик ножку, держи, дай руку, дай руку, дай руку, держи. Хусейн, стой! Нужно работать, отдаваться этой работе максимально преданно, с душой, потому что работа очень энергозатратная, очень психологически и эмоционально сложная. Дети, вообще дети требуют к себе большого внимания и
большой энергетики от взрослых, да, а особенно ребенок это требует в 10, в 100, в 1000 раз больше, потому что недосказанность, вот это невысказанные эмоции, недопонимание, оно порождает то, что ребенок еще более требовательный. Замочек, покрутили, бери в замок, берем, покрутили, бери в замок, замок руки, замок руки, замок бери руки, замок бери руки. Я сегодня, как видите, на расхват, когда я чувствую, что вот уже отдал максимально, наверное, всю энергию. Я, наверное, нахожу свои такие места силы, да. Для меня, допустим, это утро, да. Утром я просыпаюсь, делаю для себя любимого, да, зарядку, делаю элементы медитации, элементы йоги, читаю молитвы и, выбегая на улицу, просто бегу, нахожу площадку, брусья, турник, это меня заряжает. Плюс по работе я ищу детей, которые отдают энергию, да, есть, которые отдают ее с такой любовью и с такой вот максимум солнечной энергетикой, что вот я просто прошу родителей, приводите независимо, вот когда вам удобно, там просто, допустим, не думая, там, что там, с вас попросят деньги или еще что-то, просто приводите этого ребенка, мне вот нужно, да, нужно вот зарядиться. Очень сложный характер, но с Халилом это золотейший ребенок, как сказала его мама, с вами мы хоть в Турцию отдыхать, хоть в Мрию, хоть куда, да, потому что ребенка можно оставить Халилу, пока он его занимает, мама может отдохнуть. Я считаю, чтобы занятия были эффективными, немаловажно уделить время и родителю, конечно же. Зачастую родители в погоне за здоровьем своего ребенка забывают о самих себе. Они более нуждаются в этой психологической, физической разгрузке. И тем самым я рекомендую также занятия для родителей. Есть коммуникативная группа, где родители могут оставить ребенка на 3 часа, и ребенок получает комплекс занятий, где включены и мои занятия адаптивной двигательной активностью, также занятия специалиста по коммуникации, и также включен логопед, дефектолог. Раз, два, три, прыгай как чемпионы, давай, раз, два, три, 4 и раз. Молодец. Снимай перчатки, ложи на место. Я специально оставляю перчатку, делаю кучкой, да, чтобы дети шли, выбирали правильное положение руки, да, левая рука, правая рука, чтобы правильное было. Молодец! Давай 5. И специально делаю их в коробке, чтобы они шли, находили цвет, красное или синее, левое, правое различали, и тем самым еще круче раскачивались. Целью моей деятельности быть максимально полезным, поэтому я всегда говорю родителям, да, пишу в чатах, если какие-то трудности, всегда об этом мне говорите, я иду навстречу, провожу благотворительные мероприятия. Каждую неделю у меня по несколько групповых занятий, также индивидуальные занятия, которые можно посетить бесплатно. Молодец, кидай мяч, кидай, молодец, 1. Лови, лови быстрее, быстрее лови, кидай. 2, лови. Вот, молодец. Моя открытость и прозрачность, нацеленная на результат, конечно же, дает свои плоды, и люди объединяются вокруг проблематики. Зачастую у семей, воспитывающих особенного ребенка, большие средства уходят на его реабилитацию, на специалистов, на лекарства. И какие-то найти дополнительные средства для отдыха очень сложно.
у меня появилась возможность направлять детей в курортный комплекс «Мрия», где дети вместе с родителями могут посетить День мечты, находясь там совершенно бесплатно, пользуются всей инфраструктурой. Это, конечно же, мотивирует, да, вдохновляет, что твоя деятельность не зря. Появился человек, который проспонсировал мое обучение на массаж. Изучив массаж, я теперь каждого ребенка стараюсь перед занятием промять, что дает эффективность в движениях, да, делаю мягкие суставчики, да, кровообращение улучшается, и травмоопасность на занятиях сведена к минимуму. И посмотрите, как прекрасно, когда моя деятельность и благотворительность других людей, да, вместе дают прекрасные плоды. Ведь каждое мое доброе дело приписывается добром и к другому человеку. Родители нормотипичных детей имеют возможность видеть детей на пьедестале чемпионства, да, и это, наверное, очень большая гордость для родителей. И поэтому хочется также, чтобы дети особенные поднимались на этот пьедестал, чтобы у родителей точно так же загорался вот этот огонек гордости, да, и радости за своих детей. И самое главное, это инклюзивная среда даст вот этот толчок для единства, для объединения детей. Я стараюсь взаимодействовать с различными федерациями. Так, Федерация кикбоксинга Крыма пошла ко мне навстречу, а ныне сейчас Федерация России уже говорит об адаптивном кикбоксинге. И мы уже неоднократно в рамках фестиваля проводили соревнования, где дети участвовали. Благодаря президенту Федерации нашего крымского кикбоксинга были дети награждены памятными призами, медалями, кубками. И это, конечно же, мотивирует не только детей, но и их родителей. Дети, самое главное, взаимодействуют с другими, да, где соревнования собирают больше 300 участников, и среди них находятся особенные дети, да, но это же прекрасно. И, наверное, вот это достижение хочется пронести на большие масштабы, да, оно вдохновляет. И я хочу сделать более это все масштабно, более открыто. Поэтому я открыт для взаимодействия с другими людьми, да, кто может пойти навстречу, да, кто может как-то связать меня с организациями, да, которые проводят вот эти мероприятия, да, чтобы у нас был свободный доступ, более легче было вхождение, допустим, особенных детей в эту среду. Левый, ручки держи, джеб. Джеб, молодец, правый панч, а защита, 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 раз, два, защита, Вартан, защита, и защита, раз, защита, два, защита, три, защита. Самое любимое в моей профессии, наверное, быть нужным, отдавать, и отдаю я это все с душой, и настолько я предан своей работе, что готов я работать 24/7. И как видно на предыдущих кадрах, ребенок, который только пришел на занятие, он более возбужденный, он с какой-то долей агрессии, да, непринятия, но попадая в среду именно спорта, да, в мою среду, которую я создаю, вот эту энергетику, дети плавно адаптируются, и уже, смотрите, тренировка более такая собранная, более спокойная. И какой результат в итоге получается, что к концу занятия дети взаимодействуют максимально слаженно друг с другом. Когда ты видишь положительную динамику и результат, это вдохновляет, и внутреннее умиротворение, удовлетворение, плюс благодарности родителей. То, что ты понимаешь, что тебя окружает сотни людей, которые любят твою работу,
которые хотят, чтобы ты развивался, которые дают тебе вот эту энергию не останавливаться. Ну, наверное, вот это самое главное, да, быть нужным. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два. Хлопай, хлопай.